Спасибо. Тогда слово предоставляется обращающей стороне. Марат Асентюрович, кто из вас выступит? Вы сами? Да. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Я обратился с ходатайством, как именно в норме закона я нашел, я по моему пониманию, что там есть нарушение, и обратился с ходатайством о признании неконституционным и противоречащим статье 16, 18, статье 20 и пункту 2 и 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Основанием к обращению в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики с данным ходатайством послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли пункт 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики о адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности 14 июля 2014 года, номер 135. Источник опубликования газета «Эркин-То» от 22 июля 2014 года, номер 57 Конституции Кыргызской Республики. Предметом обращения является препятствие, создаваемое данной нормой закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности для осуществления гражданами Кыргызской Республики права на свободное использование своих способностей, установленного пунктом 2 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, согласно которого каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом, и пунктом 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, согласно которого каждый имеет право на свободу, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и роду занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Существующая норма пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности ограничивает право гражданина, ранее лишенного лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью, на повторное получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. На основании статьи 16 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов местного самоуправления и их должностных лиц. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Не является дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. В Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. Однако, существующие нормы закона, помимо ограничения права гражданина, ранее лишенного лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью, на повторное получение лицензии, на право занятия адвокатской деятельностью, дополнительно несет в себе дискриминирующие нормы. К примеру, согласно пункту 3 статьи 2, части 2 статьи 19 закона лицензию не может получить гражданин, уволенный из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка в течение 1 года со дня увольнения. Согласно пункту 5 части 2 статьи 19 закона лицензию не может получить гражданин, досрочно освобожденный с должности судьи в связи с небезупречностью поведения.
в течение 1 года со дня освобождения. Вышеуказанные нормы являются дискриминационными по отношению к гражданину, ранее лишенному лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, так как граждане, уволенные из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка, досрочно освобождаются с должности судьи и в связи с небезупречностью поведения имеют право на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью по истечении 1 года со дня освобождения. Лица, ранее занимавшие адвокатской деятельностью и лишенные данного права, лишаются права на занятие адвокатской деятельностью насовсем. В соответствии со статьей 20 Конституции Кыргызской Республики, в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободу человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены только с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих прав свобод человека и гражданина. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большой степени, чем это предусмотрено Конституцией. На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 16, 18, 20 и пункта 2 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, пункта 1, части 1 статьи 20, статьи 21 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, прошу признать неконституционным и противоречащим статьям 16, 18, 20 и пункту 2, 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, пункта 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Спасибо. У вас все, да? Да, все. Руслан Асланбекович, у вас есть дополнение к выступлению? Да, вот дополнение, уважаемый суд. Пожалуйста, тогда пройдите к трибуне и дополните. Уважаемый суд, у меня в руках имеется решение Конституционной палаты Верховного суда от 14 февраля 2018 года, где рассматривалось признание пунктов 1-4, пункт 4, части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики, адвокатской деятельности, где также рассматривался вопрос о выделении бывших работников правоохранительных органов и судей при сдаче экзамена, когда, имея стаж 5 лет, они могут получить без экзамена лицензию на право занятия адвокатской деятельностью. Мы здесь тоже считаем это дело аналогичным. Вот, согласно пункта 2 мотивировочной части данного решения, здесь идет, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики общественная жизнь в стране базируется на принципе недискриминации каждого по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Абзац 2, часть 2 статьи 16. Также в соответствии с позицией Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, выраженной в ее решении от 16 ноября 2016 года, под конституционным принципом недискриминации понимается конституционный запрет ограничения или ущемления прав, свобод и законных интересов личности в зависимости от ее антропологических или социальных особенностей. При этом любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов права, должна осуществляться законодателем с соблюдением требований части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, в силу которой ограничения допустимы, если они объективно оправданы, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели. А вводимые ограничения, используемые для достижения этих целей, должны быть соразмерны им. Конституция Кыргызской Республики также закрепляет принцип равенства всех перед законом и судом. Часть 3 статьи 16.
Также стоит отметить, что при рассмотрении указанного дела адвокатура Кыргызской Республики поддержала ходатайство омбудсмена, здесь омбудсмен заявлял, и придерживалась позиции, что выделение указанных категорий граждан из общего числа претендентов на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью и представление им привилегий без преследования конституционно значимой цели является необоснованным. Стоит еще заметить, что согласно законодательству адвокатская деятельность является независимой ни от кого, однако существующая норма ущемляет адвокатов и делает их зависимыми от адвокатуры Кыргызской Республики. На основании изложенного прошу удовлетворить заявленное ходатайство и признать неконституционным и противоречащим статьям 16, 18, 20 и пункта 2.3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. И у вас, да? Да, вот могу представить на обозрение. Секретарю дать? А зачем нам решение конституционного? Не, решение, его позиция это. Руслан Асылбекович, а вы нам наше решение на обозрение представляете? Да. Нам наше решение на наше обозрение представляет нет необходимости, если мы выносим это решение. И прежде чем заявлять такое, надо думать о том, что вы хотите представить на обозрение. Вернитесь к трибуне. И попрошу с трибуны не сходить, пока не будет дана вам соответствующая Прошу команда. прощения.